Проект «Золотой фонд лекций» создан с целью сохранения и распространения передового опыта профессоров Северо-Восточного федерального университета. Это лекции в формате интервью, которые вы сможете пересматривать спустя 10-20 лет, никогда не теряющие своей актуальности. Николаева Татьяна Яковлевна родилась в Якутске в семье служащих. В 1981 году закончила с отличием медико-лечебный факультет ЯГУ по специальности лечебное дело. Сразу после окончания интернатуры работала терапевтом поликлиники номер 1 города Якутска. В 2001 году поступила в докторантуру кафедры неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета имени Пирогова. Она является председателем правления якутского филиала общества неврологов, главным внештатным неврологом Минздрава Якутии. У нее более 200 научных публикаций и 2 монографии. Ею выпущены 5 учебных пособий для врачей и ряд методических рекомендаций на актуальные темы неврологии. Безусловно, я выросла во врачебной семье. У меня и тетя моя родная тоже врач, уважаемый в республике, фтизиатр. Мама моя была первым врачом-эндокринологом в нашей республике. И это многому обязывает. Ну а с другой стороны, вот она закончила в Иркутске медицинское училище. Потом вышла замуж, приехала в Якутск. И мой отец просто буквально настоял на том, чтобы она получила высшее медицинское образование, поступила в вновь открывшийся медико-лечебный факультет. Это было в 1958 году. Я была только в планах и родилась буквально вот в октябре месяце, когда мамочка моя была на первом курсе, поэтому я была первым ребенком этого курса. И, безусловно, все однокурсники моей мамы очень ко мне так относились с любовью, наверное, да, с материнской любовью, потому что я была первый ребенок на их курсе. Вот в этом отношении мне, наверное, очень повезло, и все мое окружение состояло из маминых подруг, врачей тоже, да, маминых коллег. Вот в этом отношении, конечно, выбор у меня состоялся еще в очень раннем детстве, да. Хотя, будучи подростком, будучи максималисткой, мне хотелось стать антропологом. И меня очень заинтересовали работы профессора Сергея Герасимова, который реконструировал лица людей, живших много столетий назад, и мне это казалось очень интересным. Но потом все-таки выбор в сторону медицины, он оказался намного сильнее, и я поступила в медицинский институт, чему мама моя была искренне рада. Начало мое было связано с практическим здравоохранением, и то, что наука теперь это вторая область моих таких интересов, да. Хочу сказать, что путь в науку у меня был не такой, как сейчас. Вот после окончания института поступают в ординатуру, в аспирантуру, и вот готовый кандидат наук 28 лет. У меня такого не было, я работала практическим врачом, и Прокопий Андреевич Петров именно вот в 1989 году, чуть раньше, да, он предложил мне место на кафедре. Я вначале, конечно, не соглашалась, да, работала почасовиком, то есть преподавала, но не была штатным сотрудником. И после ухода Прокопия Андреевича Петрова, в его память, наверное, я пришла на кафедру ассистентом. И прошла путь от ассистента кафедры до заведующего кафедрой неврологии. Некоторое время я была деканом лечебного факультета, потом уехала в докторантуру. В общем, у меня все так переплетено, и путь был не такой прямо прямой, как это бывает сейчас. Да. Первую диссертацию, кандидатскую диссертацию я защищала в Иркутске, в институте последипломного обучения врачей. Моими научными руководителями были профессор Римма Семеновна Тазлова
и генетик, иммуногенетик Вера Владимировна Фефилова. Так как моя работа была посвящена, ну, так скажем, уникальному заболеванию и по сей день вилюйскому энцефалиту, энцефаломиелиту, еще так, второе название, да. Вилюйский энцефалит действительно является краевой патологией, и поэтому все неврологические умы того времени были нацелены на эту патологию, и очень такие крупномасштабные исследования проводились, особенно вот в 70-е годы, да, потому что это было связано, во-первых, со вспышкой этого заболевания. В 40-е, 50-е годы было очень много пациентов именно с вилюйским энцефалитом. Это тяжелое фатальное заболевание головного мозга, которое поражает и белое, и серое вещество, быстро приводит к инвалидизации, к смерти больного и проявляется вот неврологическими такими симптомами, как параличи, деменция, речевые расстройства. Поэтому, конечно, неврологи, те, кто занимался наукой, под руководством Прокопия Андреевича, занимались именно этой проблемой. Мое исследование, небольшой вклад в изучение этого заболевания заключается в том, что мы исследовали иммуногенетику и выявили ген предрасположенности к вилюйскому энцефалиту, который расположен вот на 6-й хромосоме. Это большой комплекс гистосовместимости. И если у человека есть носительство аллеля B15, то риск заболеть вилюйским энцефалитом возрастает в 5 раз. Ну, в научной литературе этот ген B15, антиген B15 называют монголоидным, да, то есть он больше присущ монголоидной расе. Да. Вот, и как оказалось, что чаще вот он встречается у пациентов с вилюйским энцефалитом. Эти исследования были проведены под руководством иммуногенетика Веры Владимировны Фефиловой, которая занимается геномикой, этногенезом. У нее есть очень интересная монография, я вот советую прочитать, «Происхождение якутов». Вот именно ее генетические исследования говорят о том, что якуты произошли из индоевропейских племен, имеют такое арийское происхождение, и что они пришли вот на территорию нынешней Якутии где-то за 3 века до русских. Если русские в 11-м, то вы считаете, в каком веке? Ну, это был кочующий народ. Ну, это ее точка зрения, основанная на генетических исследованиях. А вот с докторской диссертацией у меня получилось вообще очень интересно, да. Я поехала в Москву на кафедру неврологии, нейрохирургии, которой руководил академик Евгений Иванович Гусев. С Евгением Ивановичем Гусевым мы познакомились до этого на конференциях. Тогда у меня была тема вилюйский энцефалит. Да? Он в то время был главным нештатным неврологом нашей страны, да, председателем Всероссийского общества неврологов, академиком, то есть очень большой человек. Да? Да, он и сейчас самый уважаемый невролог в нашей стране. Вот. И я поступила к ним в докторантуру и предложила свою тему. Говорю, я хочу разрабатывать вот нашу краевую патологию. Евгений Иванович очень интеллигентный человек, никогда не повышающий голос. И он так тихо мне сказал: вы подумайте над своей темой. Сейчас очень перспективно генетические исследования и очень перспективно вот как раз заниматься социально значимыми заболеваниями. Да, вот наука должна быть направлена на борьбу с социально значимыми заболеваниями. После разговоров мы решили, что будем заниматься цереброваскулярной патологией. И вот я под его руководством выполнила работу по эпидемиологии, по генетике и иммунологии ишемического инсульта на северо-востоке России. То есть вот исследование было тогда пионерское, но новое направление развивалось как раз вот изучение
генетики полигенных заболеваний, или их еще называют мультифакториальных заболеваний, которые вносят уже большой вклад в развитие такого тяжелого заболевания, как ишемический инсульт. Были проведены исследования в Якутии, вот, в частности в городе Якутске, с использованием регистра популяционного, и сделаны эпидемиологические выводы, а это очень важно для планирования здравоохранения. Потому что раньше считали, что вот инсульт – это заболевание, которое фатальное, приводит человека к смерти, а если человеку не повезло, то он становится инвалидом. Поэтому подходы к этому заболеванию были такие: если человек вот крайне тяжелый, его оставляли на дому, уровень госпитализации был низкий. И еще было одно такое мнение, что якуты очень редко болеют инсультом, сейчас, конечно, не так. И вот не только моя работа, но ряд работ других ученых, в том числе, вот, ну, в первую очередь, наверное, Вероники Игоревны Скворцовой. Она была инициатором создания федеральной целевой программы совершенствования помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но тогда, когда я училась, это было нулевые годы, тогда эта программа формировалась где-то в глубине, да, со всех вот регионов России собирались вот такие данные, сколько на самом деле пациентов, сколько из них умирает, сколько из них становятся инвалидами, да, и вот эти широкие эпидемиологические исследования крупномасштабные привели к тому, что это очень глобальная проблема. И, как говорил Евгений Иванович Гусев, что вот неврология – это золушка медицины, да, что у нас вот хирурги, там, терапевты, кардиологи правят бал, да. Но сейчас, мне кажется, неврология стала не только принцессой, но и королевой медицины, потому что интерес к нейронаукам очень большой. И неврологи нужны везде, в каждом медицинском учреждении, которое оказывает помощь, да. Невролог, конечно, основное звено, наверное. Когда люди не понимают, что с его пациентом, первый специалист, к которому направляется пациент, это невролог. Так вот, ну, продолжим, да, вы спросили, я уже отвлеклась на другую тему, да. Хочу сказать, что вот под руководством Евгения Ивановича Гусева проводилась такая крупномасштабная работа, и я стала вот кирпичиком, наверное, в этой работе и формировании вот этого нового направления изучения генетических механизмов мультифакториальных заболеваний, да. И в своей работе я исследовала русских, которые проживают в Москве, и якутов, которые проживают в городе Якутске, и провели сравнительный и генетический, и демографический, ну, больше генетический, конечно, анализ, да, предрасположенности. Взяли гены, которые участвуют в патогенезе ишемического инсульта и могут быть кандидатами для развития этого заболевания. Ну, можно сказать, попали почти в точку, исследовали 4 гена, но каждый ген имеет еще там множество полиморфизмов внутри себя, да, и выявили, что геном предрасположенности к ишемическому инсульту является полиморфизм ангиотензин превращающего фермента. Ну, сейчас этот ген все знают, ген АПФ или ген АС еще называется, да, который является точкой приложения COVID-19, кстати. Вот. Этот ген, он кодирует уровень фермента, ангиотензин превращающего фермента, ангиотензина 2. И как оказалось, полиморфизм этого гена значительно влияет на уровень артериального давления. Вот носители аллеля D, они как раз являются той группой людей, которые подвержены развитию ишемического инсульта. Но кроме того, мы сравнили здоровых москвичей и здоровых якутов. И оказалось, что вот у здоровых якутов полиморфизма D практически нету. У них полиморфизм I. То есть это тот как раз полиморфизм, который снижает уровень ангиотензина 2. Поэтому в связи с этим можно перейти на фармакогенетику.
То есть те препараты, которые назначаются при лечении гипертонической болезни, они должны быть индивидуализированы. Ну, во-первых, сама по себе гипертоническая болезнь вызывается самыми различными причинами и тоже относится к мультифакториальной патологии, и множество генов определяют развитие этой болезни. Так вот, если у человека, например, да, есть нормальный уровень ангиотензина 2, то есть низкий, да, зачем ему назначать препараты, ингибирующие действие этого фермента? То есть это будет просто пустышка, надо подбирать другую дозу. То есть мы переходим к персонализированной медицине. Вот сейчас моя аспирантка Татьяна Егоровна Эверстова, она как раз занимается вопросами фармакогенетики при назначении антикоагулянтов и антиагрегантов. Сейчас очень много пациентов, которые имеют нарушение ритма сердца. И им назначаются длительно, пожизненно препараты, которые относятся к антикоагулянтам. И оказывается, не все, да, пациенты отвечают на эту терапию. И чтобы индивидуально подобрать препарат, нужны фармакогенетические исследования. Или аспирин. Ну, аспирин после 40 лет, по-моему, пьют очень многие, да, для профилактики сосудистых катастроф. И он тоже генетически так предопределено, что какая-то часть населения, есть разные, значит, цифры, да, прямо доходит от 40 до 70%, являются аспиринорезистентными. То есть человек пьет просто пустышку. Поэтому в этом отношении сейчас тоже идет накопление материала. Мы собираем кровь на ДНК у людей, которые принимают длительно аспирин, и будем смотреть, как, в общем-то, его организм реагирует на данный препарат. Ну, в скором будущем, наверное, все препараты будут индивидуализированы фармакогенетически. Вот, в частности, еще один мой аспирант занимается фармакогенетикой эпилепсии. И вот тоже очень интересные будут результаты этой работы, пока не буду о них говорить, но действительно лечение эпилепсии тоже практически длительный пожизненный процесс, и препараты должны подбираться индивидуально для каждого. Вот. И опять вернемся к вашему вопросу, да, о защите докторской диссертации. Ну, надо сказать, что защита прошла очень успешно, благодаря моему учителю, конечно, да, Евгению Ивановичу Гусеву, и благодаря оппонентам. Моими официальными оппонентами были Вероника Игоревна Скворцова, она академик, вы эту фамилию слышали, безусловно. Она возглавляла Министерство здравоохранения Российской Федерации до прошлого года, и благодаря ее напору, ее усилиям была внедрена федеральная программа по совершенствованию помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая в корне поменяла вообще демографию. То есть благодаря этой программе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и таким образом увеличилась продолжительность жизни. Вторым моим оппонентом был тоже академик Михаил Александрович Пирадов. Он возглавляет научный центр неврологии Российской академии наук. И вот, конечно, имея таких оппонентов, было жутковато защищаться, да, но так как прошло уже время, да, мне кажется, что это тоже были очень яркие воспоминания. Ну, защита прошла очень успешно, ни одного черного шара не было, как обычно считают, да, и потом, ну, оказывается, защита диссертации — это только начало, все сложное идет дальше, потому что человек не должен останавливаться на том, что он получил некую степень, да, надо наоборот стремиться к тому, что вот тот опыт научной работы передать молодым людям, развиваться дальше, потому что действительно одной жизни бывает мало, и мы все вносим какой-то вот маленький, небольшой вклад, являемся кирпичиками вот в этой науке, так скажем. Но само занятие наукой, оно приносит
результат, именно практический. И я считаю, что вот защита моей докторской диссертации, она послужила фундаментом для открытия регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений в нашей республике. И как раз в этом году мы будем отмечать 10 лет открытия регионального сосудистого центра в городе Якутске. Вот буквально 26 марта у нас будет большая конференция. И первичные сосудистые отделения у нас тоже развиваются в Улусах, Мирнинский, Нюрбинский, вот там были открыты сосудистые отделения, затем Мирингри очень хорошо работает там первичное сосудистое отделение, и сейчас планируется открытие отделений в Ленске, в прошлом году открыли в Алдане, то есть уже 6 первичных сосудистых отделений будут эффективно работать в нашей республике. И региональный сосудистый центр тоже не стоит на месте, развиваются высокие технологии. Каждый ученый, конечно, должен пройти через такое, и я могу сказать, что у нас тоже были различные такие мнения, которые в последующем были опровергнуты наукой, да. Вот в самом начале, вот я начинала работать в 80-х годах, да, где-то вот с 83-го года, после ординатура была, да, потом вот работа в отделении, и тогда я говорила о том, что у нас в Якутии вообще нет больных с Альцгеймером. Ну, действительно, на учете не было ни одного человека. И вот я читала монографию Михаила Львова о том, что он говорил, что вот якуты, они долгожители, такие же, как и народы Северного Кавказа, да, и у них редко бывает маразм. Я тоже придерживалась такого мнения, что у якутов не бывает вот, болезни Альцгеймера именно, да. Ну, это были 80-е годы, да. Но потом оказалось, что сейчас ситуация в корне изменилась. Очень много пациентов регистрируются с нейродегенеративными заболеваниями, с болезнью Альцгеймера. Вот, в частности, в 90-е годы мы писали сообщение о том, что у нас всего 16 больных с болезнью Паркинсона. Ну, это смешно же. Сейчас их 500, ну, это, наверное, еще не все пациенты, которые есть те, которые не обращаются, не выявлены. То есть в разы выросла заболеваемость. Да? И еще было такое мнение, что рассеянный склероз не встречается у якутов. И это мнение у нас было где-то тоже до 90-х годов. И вот у меня была пациентка, якутка из Усилданского района, у которой был такой непонятный диагноз, но рассеянный склероз явно подходил 100%. И эту пациентку мы наблюдали, лечили в течение нескольких лет и ставили такой диагноз, как демиелинизирующее заболевание. Потом она умерла. Мы провели вскрытие, у нее оказался типичный рассеянный склероз. После этого мы опубликовали статью, это была первая статья. Мы вместе с Лидией Ивановной Бабенко, тогда я работала врачом, да, опубликовали статью, и вот на нее сейчас часто ссылаются, что вот рассеянный склероз встречается у якутов. Сейчас 100% мы в этом уверены, у нас создан центр рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний при неврологическом отделении Республиканской больницы номер 2. Этот центр был создан в 2006 году по инициативе заведующего Людмилы Тимофеевны Оконешниковой. И в этом центре сейчас наблюдается где-то порядка 700 пациентов с рассеянным склерозом, из них 1/3 это якуты. Вот, поэтому некоторые заболевания вот, имеют склонность куда-то исчезать, вот как вилюйский энцефалит, да? Сейчас вот, с 2012 года не регистрируется случаев, а другие заболевания занимают их место почетное. Вот, в частности, рассеянного склероза в 80-е годы там было 2-3 случая, сейчас уже вот идет на сотни. И каждый год мы регистрируем все новые
случаи этого тяжелейшего заболевания, которое поражает молодых людей. Молодых людей и в большей степени женщин. Там отношение женщин к мужчинам 2 к 1. И тоже с научной точки зрения это очень интересная проблема, так как неизвестны факторы этиологические, которые приводят к развитию этого заболевания. Во всем мире ведутся научные исследования по поиску агентов. И когда вот в нулевых был расшифрован геном человека полностью, то первой формой заболевания был рассеянный склероз, когда сотням пациентов с достоверным диагнозом рассеянный склероз провели полное геномное тестирование, сделали, да? То есть просеквенировали весь геном и не нашли главного гена. То есть это заболевание оказалось не моногенным, не наследственным. Ну, гены кандидаты есть при любых заболеваниях, конечно, вот наследственная предрасположенность при рассеянном склерозе тоже есть. Ну и есть и другие какие-то факторы, которые влияют на развитие этого заболевания. О них мы мало знаем, но изучаем. И в Якутии тоже у нас ведутся изучения. Вот у меня есть аспирантка тоже, которая занимается рассеянным склерозом. Ну вот это имеет прямое отношение к вилюйскому энцефалиту. Вилюйский энцефалит начали активно исследовать с 50-х годов, когда Прокопий Андреевич Петров описал это заболевание. Было накопление, даже можно сказать, этой эпидемии этого заболевания в Вилюйском районе. Начиная вот с поселка Мостах, где было наибольшее количество пациентов, это были жители в основном вилюйской группы улусов. И с тех пор, конечно, шли полномасштабные поиски патологического агента, выявляли то амебу Кастелани из мозга умерших от вилюйского энцефалита, то какой-то вирус вилюйского энцефалита. Но затем при исследованиях на обезьянах, да, эта гипотеза не подтверждалась. То есть эта гипотеза того, что это заболевание вирусное, оно не подтверждено на сегодняшний день. Есть генетическая предрасположенность, да? Есть уникальная способность этого заболевания поражать только местное население. Есть работы по патоморфозу, по патогенезу, но основная причина, несмотря на все усилия, до сих пор не раскрыта, и это остается тайной вилюйского энцефалита. Мы будем продолжать свои исследования, да, в области ангионеврологии. То, что я уже сказала, что очень перспективно проводить фармакогенетические исследования, исследовать отдельные формы патологии, редкой патологии с целью выявления моногенных неврологических заболеваний. С каждым годом их все больше, потому что наука развивается, развиваются технологии. Вот геномная медицина очень бурно развивается. Да? На нашей кафедре, кстати, курс медицинской генетики преподают самые топовые наши генетики. Это профессор Надежда Романовна Максимова и Полина Иннокентьевна Голикова. Поэтому у нас, конечно, все исследования, они такие совместный характер носят. Вот. Далее у нас продолжаются исследования в области рассеянного склероза, демиелинизирующих заболеваний, эпилепсии, нейродегенеративной патологии. Причем мы проводим исследования, можно сказать, не только, вот как раньше мы проводили, исследовали эпидемиологию, исследовали какие-то особенности клинические в зависимости от этнической принадлежности. То есть исследовали свое население, местное, да, сравнивали, как же идет адаптация у пришлого населения. Да, то сейчас мы развиваемся вглубь. То есть наука, она становится
очень высокотехнологичной в плане применения вот тех результатов научных разработок, которые имеются. Ну, для нас это имеет отношение, конечно, это бурное развитие геномики, генетики. И мы в будущем планируем, конечно, именно в этом плане развиваться. Ну, а то, что вот нейровизуализация, конечно, тоже крайне интересно, все это, ну, это было как бы описано уже. Ну, настолько быстро идет прогресс, да, что мы не знаем, что нас ожидает в будущем, да. Все говорят об искусственном интеллекте, да, и о развитии информационных технологий. Ну, действительно, сейчас кто владеет информацией, тот владеет всем миром, так говорят. Да. Ну, мне хочется им всем пожелать любви, потому что наука — это тоже любовь. Да. И если человек с молодых лет полюбил науку, ну, в любой сфере, не только в медицине, да, то его мозг будет развиваться так, как надо. То есть вот говоря о человеческом мозге, можно сказать, что это неизведанная планета. Возможности нашего мозга до конца не изучены. И если человек занимается так, поиском каких-то новых знаний, да, анализом фактов, событий, каких-то происходящих вокруг него, то он думает. А если человек думает, это уже наука, да? Его нейроны дают новые связи, новые дендриты, новые ассоциации. То есть у него будет ассоциативный мозг. Значит, он будет менее подвержен нейродегенеративным заболеваниям. Это научно доказано, что те люди, которые до преклонных лет учатся, интересуются происходящим, активные и умственно, и физически, то у них риск развития болезни Альцгеймера значительно снижается. Вот поэтому я хочу пожелать еще раз новому поколению. Ну, во-первых, конечно, надо выбрать профессию, которая вам нравится, да. Так же, как и в выборе второй половинки, здесь надо очень подойти серьезно, да. Тем более сейчас появилось много новых профессий, да, где можно развиваться. И действительно, вот я смотрю на сегодняшнюю молодежь, это очень умные ребята, намного умнее, чем мы. Они, ну, имеют столько возможностей, ну, и в плане получения информации, и в плане своей реализации наверняка. Вот. Но вместе с тем мне хотелось бы им пожелать побольше читать, да, не отказываться от обычного чтения, посидеть с книжкой в руках. Это, во-первых, и приятно, и полезно для мозга, тоже очень полезно.